Кожаный мяч в республике проводится ежегодно. Отметим, что в этом году турнир по футболу проходит по двум лигам – сельская лига «Колосок» и городская. На этот раз на соревнования в столицу региона приехали 14 команд из разных улусов республики. Впервые в этом году проводится соревнование «Колосок». Почему? Потому что все-таки городские ребята, они более подготовленные, и физически, у них и технические оснащения хорошие. А вот сельские, конечно, они уступают. Ну, поэтому сделали вот «Колосок», как бы отдельно их проводит. Ну, младшие ребята, да, положение прислали нам с Москвы оттуда, значит, с Российской Федерации. Участвуют. У них, значит, поле 30 на 45 до 55, это у младших. Поэтому мы два поля маленьких, и для старших мы сделали поле побольше. Учреждаются специальные призы в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший полузащитник», «Лучший бомбардир», «Лучший нападающий» и «Лучший игрок». И само собой на соревнованиях за одно из спецпризов боролся каждый игрок. Достаточно хорошую игру показал Ярослав Амосов, спортсмен махсоголовской команды. Футболом Ярослав занимается около 7 лет. На год осталось это без тренировок был, потому что не было. Потом Алексей Сергеевич пришел, Макеев, и начал нас тренировать. По поводу соперников, каждая команда всем хороша, но настроена на всю победу, занять первое место. Победители регионального этапа по возрастным категориям поедут на всероссийский этап соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» в регионы России. Младшая возрастная группа в Астрахань, средняя возрастная группа в Иваново, а старшая возрастная группа в Волжский. Галина Чекурова, Виктор Дьячковский, Якутск.